Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «И если женщина, происходящая из хорошей семьи и обладающая красотой, после смерти мужа не выйдет замуж, не будет развлекаться и не будет украшаться, а будет воспитывать детей до их совершеннолетия или пока не умрет, то она будет в раю со мной на одной степени». Однажды один человек сказал: «О посланник Аллаха, моя жена, когда я захожу к ней, говорит: „Добро пожаловать, мой господин и господин обитателей этого дома“. Когда она видит меня опечаленным, то говорит: „Пусть тебя не печалит этот мир, тебе будет достаточно вечного мира“». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Передай ей, что она одна из служащих Аллаха, и ей за это записывается половина награды воина на пути Аллаха». Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказала: «Однажды ко мне пришла одна очень бедная женщина с 2 дочерьми на руках и попросила поесть. Я каждой из них дала по финику. Когда женщина собралась положить свой финик в рот, и дети попросили у нее этот финик, она разделила его пополам и отдала дочерям. Это меня очень восхитило. И я рассказала об этом посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. На что он сказал: «Воистину, за это Всевышний Аллах обязательно ведет ее в рай и освободит от ада». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Те женщины, которые войдут в рай за те благодеяния, которые они совершили на земле, будут превосходнее и красивее гурии». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждый раз, когда в этом мире женщина причиняет страдания своему мужу, и его жена из числа гурий говорит: „Не мучай его, да разразит тебя Аллах, он ведь только твой гость, который уже скоро покинет тебя и отправится к нам“». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Праведная жена лучше 1000 несовершающих благодеяния мужчин». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Этот мир приходящ, и лучшее, что можно получить в пользование в нем, это праведная жена». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лучшие женщины моей общины те, которые приветливы к своим мужьям и не просят большое приданное». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лучшие из ваших жен являются те, которые рожают детей, милосердны и твердо верят в Аллаха. Худшими из ваших жен являются те, которые ходят полураздетые и высокомерные. Лицемерки никогда не войдут в рай. Самых достойных женщин будет так же мало, как и белых ворон». Однажды к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пришел один человек и спросил: «О посланник Аллаха, к какому из людей я должен относиться лучше всего?» Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «К матери». Человек снова спросил: «А затем к кому?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «К матери». Человек еще раз спросил: «А затем к кому?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «К отцу». Ибн Умар рассказал: после некоторых сражений находились тела убитых женщин и детей. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запретил убивать женщин и детей. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Преимущество женщин над мужчинами в том, что они чувственнее в наслаждениях. В 99 раз
чувственнее мужчин. Но Всевышний Аллах сделал их стеснительными в этом. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Рожающая чернокожая женщина лучше, чем не рожающая красавица. Когда увеличатся ваши общины, даже тот ребенок, который умер недоношенным, придет к дверям рая, и ему скажут: войди в рай. Он скажет: о мой Господь, а как же мои родители? И будет сказано ему: войдите в рай ты и твои родители». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Женщины этого мира превосходят гурий в 70 тысяч раз». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто поцелует глаза своей матери, это будет для него преградой от ада». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто настраивает жену против мужа, а раба против хозяина, тот не из нас». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда ты с радостью смотришь на сына, то это записывается тебе как благо, а когда ты смотришь с радостью на дочь, это записывается тебе как награда. Начинайте с дочерей, ибо Всевышний Аллах особенно милостив к ним».